Ну и вот, кстати, по теме. Перестарались, что называется. В прошлое воскресенье в Карабулаке свадебный кортеж нарушил общественный порядок и тем самым привлек к себе внимание сотрудников органов внутренних дел. По этому поводу в городской администрации прошла встреча с религиозными деятелями и старейшинами для профилактической беседы. Залина Могушкова расскажет об этом подробно. Несмотря на все запреты, направленные на предупреждение нарушения общественного порядка свадебными кортежами, некоторые автолюбители все же идут наперекор всему и отмечают свадьбу по-своему, по-беспредельному. Так, в прошлое воскресенье в Карабулаке участники свадебного кортежа перекрыли дорогу на одной из главных улиц города, выполняя опасные маневры и ограничивая тем самым движение других водителей. Итог оказался довольно-таки предсказуемым. Автотранспорт теперь уже не такой резвый, одиноко стоит на штрафстоянке местной полиции. Карабулак должен качачана методия первой секционной станции, уже сигнал поступит держит методия. Ходоч уара Карабулак айола фил уже воспитачоки колахтыш они свернули на Чапаева и их чметочки методия юхалва халбуза. Нужно выявить доставить до нас вот судина. У Карабулаки молил уже меточки запись, цан маляш меточки запись. Что ханер малу каждый чин яч нарушение общественного порядка или состав преступления Этот инцидент привлек внимание не только органов внутренних дел, но и Совета безопасности Ингушетии. Они провели совещание с мэром города Карабулак Ахмедом Битиевым. В первую очередь здесь говорили о том, что нужно пресекать подобные выходки молодых людей. Секретарь Совбеза дал поручение каждую неделю до пятницы предоставлять всю информацию о намечающихся свадебных мероприятиях и контролировать их проведение. В свою очередь, мэр города Карабулак пригласил к себе в администрацию религиозных деятелей, старейшин города и хозяина дома, в котором прошла свадьба, для профилактической беседы. Свадьба должна проходить весело, считает Ахмед Битиев. Но это веселье не должно переходить рамки дозволенного и нарушать общественный порядок. Известно, что задержанные ограничивали движение других автомобилей на протяжении 40 минут. Кезик дадяхлен площади это сега ногват шаята халхарбал бах издершиде над перекрытие наха проблемы с больницы вот в аэропорте там уж хусак там за самолета вот это Свадьба проходила в доме Алихана Манкеева. Он отец жениха. Мужчина заверяет всех присутствующих, что из его двора выехало не больше 4 машин. Это подтвердили и старейшины, которые были на самом свадебном мероприятии. Однако во время следования свадебного кортежа к ним примкнули абсолютно незнакомые молодые люди. يجيب ماشين يدور على المدرسة زي هذا يوقع تجيب ماشين حرن هنا حوص الله شو وصل وشو دعوا شو أجاب وجاك شو سووا قيود جاك شو شو صلاح هذا كذا جه هذا حشو دول شيء مصارات دخشوا. Молодые люди уже понесли свое наказание, но участники встречи считают, что нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные происшествия, ведь их необдуманные поступки могли спровоцировать необратимые последствия. يوصل حبيبوس شو زبدة ربيخ ما حبيبوس حللها خارطة كل هم بعرفش لحظات هم فلي حلل دوائر هم كستور تدوقنا هم كستور هم بحرت بال
Религиозные деятели также не оправдывают подобное поведение. На пятничных молитвах часто говорят о ситуации на дорогах Ингушетии. Ведь многие ребята погибают за рулем совсем молодыми. Всему виной нарушение правил дорожного движения и неуважение к другим водителям. Сабизм баатик вах, я хочу безм баатик вах. Та я ж амулю нахбияли ал дишана. Шикват сагу. Та замбал حتى شقومش الماركة سدوال حياة شو ناوي يا شو هذا الشيء بيجن برحدو. فمر سياق حديث ده خارج حمد جوال الوسط كل جت يقطولا يق بمرو. كل جت يقطولا. كل جت حاز يقطو حنيس سقاطي متى ثاني يقطولا. بقين زي يقطولا يق. В городской администрации рассмотрели несколько вариантов дополнительных мер, которые будут направлены на повышение дисциплинированности горожан. А главное, их осознание того, что на свадьбах можно веселиться без ущерба для собственного здоровья и безопасности других людей, сохраняя при этом общественный порядок. Залина Магушкова, Адам Далаков, Хамзат Халухоев, Новости 24.